Торжественная линейка первой икажевской школы скорее напоминает театрализованное представление. Яркими его делают детали, белые банты и такие же сияющие улыбки на лицах школьников, для которых с сегодняшнего дня начинается важный этап в жизни. Уроки, домашние задания, контрольные – все это завтра. А сегодня улыбки и эмоции. Ведь для школьников День знаний – это нечто большее. Еще один день впечатлений и встреч с теми, с кем не виделись целое лето. Это утро для каждого из них стало отдельной историей, особенно для девочек. 1 сентября почти как школьный бал. Форма, туфли, прическа. Все должно быть идеальным. Несмотря на то, что некоторые на линейке не впервые, скрыть волнение от нового учебного года удается не каждому. Некоторые даже путают, в какой класс перешли. В каком классе? 7 В. 7 В. Скажи, пожалуйста, ты отметила, да, что лето… Я ошиблась, 8. Окей. Все-таки хотелось бы еще в 7 побыть. Лето прошло, новый учебный год. Какие впечатления? Чего ожидаешь от нового 8-го уже класса? Честно, я думаю, что будет намного сложнее, чем в прошлые 7 лет. Ибо новые уроки и так далее. Но самые главные герои сегодняшнего дня – это, конечно же, первоклассники. 110 ребят, которым к новой для себя роли, кажется, и привыкать не нужно. Им шагнуть в школьную жизнь хотелось давно и всерьез. Именно поэтому с первым школьным заданием они справились на отлично. Я сегодня первый раз отправляюсь в первый класс. У меня буквально портфель и тетрадки, и дневник. Я теперь на самом деле первоклассный ученик. Тоже нарядные и уже такие взрослые. Будущим выпускникам сегодня немного грустно. Я, как вчера помню, приходил в первый класс. Помню, там стоял уже, и вместо этих ребят здесь был. А сейчас уже 11-й. Это время быстро пролетело. Было много чего интересного, веселого. Мы много учились, у нас было много проблем, так и хороших моментов. Но школа – это большая часть нашего детства, которую мы никогда не забудем. В этот 11 класс я собираюсь привести так, чтобы я запомнил его на всю жизнь. Чтобы не сидеть и говорить, прошел бы этот день быстрее или прошел бы этот год быстрее, а чтобы запомнить каждый момент в этом днем. Конечно, нам нужно будет учиться сильнее, потому что экзамены усложнили, мы это понимаем, но мы готовы. Никак теперь и без тех, кто учил ребят все эти годы. Им не важно, маленькие или уже подростки. Для педагогов они навсегда просто дети. Дорогие мои школьники, от всей души поздравляю вас с этим замечательным днем. Желаю вам, чтобы вы нас, педагогов и родителей, радовали своими высокими отметками, прочными, хорошими знаниями. Дорогие мои первоклассники, вас сегодня 110. Сегодня вы войдете в эту школу, и я надеюсь, что в этой школе вам будет комфортно учиться, и наши учителя станут для вас верными вашими помощниками и друзьями. Первый раз в первый класс и первый в жизни урок, сидя за партой, это, конечно, очень волнительно. Наверное, каждый, и я в том числе тоже помню свой первый урок и свой первый класс. Для учителей, конечно, это новый старт. Сильнее всех, пожалуй, волнуются сегодня мамы первоклашек. У Хади Костоева сегодня в школу пошел первый ребенок. Теперь ей придется поменять привычный распорядок дня и заново, но уже вместе с дочерью пройти всю школьную программу. Для нас это, конечно, очень знаменательный день, хотя бы потому, что моя девочка почти, по-моему, уже месяц учит это стихотворение. Очень сегодня готовилась. Я считаю, что вот им выбор, я, конечно, могла бы и в другие школы отдать свою девочку, но хотелось бы отметить директора Икажева Мадину. Она является и моей первой учительницей. Я всегда с огромной любовью относилась к ней, и также они к нам относились. Соответственно, у нас был очень хороший состав школьный и учительницы. Поэтому мне, конечно же, было радостно отдать свою девочку именно в эту школу. Я уверена, что ее учительница, которая она сейчас в первом классе, даст ей максимум те знания, в котором она нуждается. Первая икажевская школа построена в 1959 году и уже имеет свои традиции. Одной из таких стала символическая передача выпускниками «Золотого ключа» первоклашкам, чтобы двери знаний для них всегда были открыты.
Праздничное настроение первой встречи со школой удалось создать традиционными в этот день воздушными шарами и песнями. И как начало новой жизни для сотни ребят звенит такой долгожданный первый звонок. Первоклашкам предстоит познакомиться с классным руководителем, соседями по партии и со школы. За свою полувековую историю учебное заведение выпустило немало учеников, ставших достойными гражданами нашей республики. Одним из таких является герой России Абубакар Костоев. Школа не просто носит имя Костоева, в честь него здесь создан отдельный музей. Их очень и очень много. И вот самое, что для меня отрадное, что они не забывают. Вот 17 августа была встреча выпускников 2002 года. Они все собрались, но это уже взрослые семейные люди. Все равно мы вместе отмечали вот это вот. Действительно, он и праздник, когда встречаешь своих выпускников. Сегодня первоклашки, хоть и не могут ответить на вопрос, кем они видят себя в будущем и будут ли они такие же известные, но точно уверены, учиться будут на радость родителям и учителям. Учиться, оценки получать. Мама сказала, если я многоценно получу, большой дом мне купят. А какие оценки ты должна получать? 5. Хотя 1 сентября заслуженно называется Днем знаний, настоящая учеба для ингушских учеников начнется только завтра. Впереди у них целый год для получения новых знаний и покорения новых высот. А сегодняшние первоклашки через 12 месяцев будут уверенно улыбаться на торжественной линейке новым школьникам. Жарадат Хулухоева, Ахмед Гандаров, Новости 24.